Они должны всесторонне развиты и понимать, что мир огромен. Он не только в селе, не только в республике нашей. Он еще за пределами и очень огромный. Я вас искренне поздравляю. Культурное развитие и места проведения досуга. В селениях Бежд-Юрт и Чемульга открыли дома культуры в рамках реализации национального проекта. В дальнейшем наша работа состоит в том, чтобы благоустроить город Назрань контейнерными площадками, то есть местами накопления отходов. Региональный оператор «Экосистема» взял на себя ответственность за вывоз мусора в Назрани. Когда горожанам ждать перемен и нужно ли заключать договор? Мне кажется, что я выполнила правильно тестовые задания и получу хорошую оценку. Мать всех наук или просто география? Учащиеся второй школы села Барсуки знают лучше. Они сдавали сегодня всероссийские проверочные работы. Много полезного для ингушей было. Они спокойно расселялись на равнинных землях, так, экономические, торговые связи расширялись, более-менее развитие шло. 250 лет в составе великой державы. Готовимся отмечать юбилейную дату единения Ингушетии с Россией. Вспомним имена предков, подписавших судьбоносный документ. Выявляя талант. Лицейская весна, ежегодный фестиваль по 4 номинациям состоялся в Магазском лицее детском саду. На телеканале «Ингушетия новости 24». Здравствуйте. В сельских поселениях Бежд-Юрт и Чемульга сегодня торжественно открыли дома культуры. Это стало возможным благодаря реализации национального проекта «Культура». В новых ДК предусмотрены зрительные залы на 200 мест, мастерские для работы кружков и библиотеки. В этих селениях это первые центры культуры, где жители смогут проводить свой досуг и массовые мероприятия. В церемонии открытия объектов принял участие глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов. Наши корреспонденты Светлана Томова и Зелимхан Калоев расскажут подробнее. Залина Мержоева с детства увлекается рукоделием. Научиться большему хотелось всегда, но в родном селе не было такой возможности. Поэтому девочке несколько раз в неделю приходилось ездить в Нестеровскую, чтобы подкрепить свои знания и умения в любимом деле. С открытием этого нового дворца культуры Залина сможет вдоволь проводить здесь время и выезжать больше никуда не придется. Здесь есть разные кружки, хореография, танцевальные, всякое разное. Поздравлять сельчан с новосельем приехал и глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов. Выступая перед собравшимися, глава региона выразил уверенность в том, что это будет любимым местом для молодежи и старшего поколения Бежд-Юрта. Оно должно объединять всех нас, подчеркнул Махмуд Али Макшарипович. А наши дети должны быть всесторонне развиты, и мы для этого должны приложить все усилия. У нас дети-то, им надо куда-то прийти, объединяет это, чтобы они учились музыке, чтобы они читали книги. Мы остальное все даем в семье, все даем. Да и цан ишер далувей, да мало барста духвей цан, да нан хошцарь. Но еще они должны всесторонне развиты быть. Они должны всесторонне развиты и понимать, что мир огромен. Он не только в селе, не только в республике нашей. Он еще за пределами и очень огромный. Я вас искренне поздравляю. В торжественной обстановке Махмуд Али Калиматов и жители села дали старт культурному центру. Далее глава региона осмотрел здание. В новом дворце культуры созданы все необходимые условия. Большой просторный актовый зал на 200 человек, кабинет хореографии и изобразительного искусства, библиотека. И все это будет доступно для всех желающих посещать различные творческие кружки. Делается это в первую очередь для подрастающего поколения. Сами местные жители не перестают радоваться и благодарить власти за красивый и необходимый для всех культурный центр. Душа радуется, в любом случае процветает наше село. Мы очень рады тому, что нам открыли. Мы ждали более 20 лет тому, чтобы открыли нам Дом культуры. Очень даже значимо
для наших детей это очень тяжело было. Надо было выезжать в сельское поселение Нестеровка, так как у нас не было ни кружков, ни места, куда ходить. У нас появились места рабочие, теперь людям недалеко. Естественно, набираем людей с села. Очень много есть талантливых, которые могут преподавать, учить детей. Магомед Матиев приехал на открытие Дома культуры по приглашению своего друга из Карелии. Там он работает председателем Карельской республиканской общественной организации Общества вайнахской культуры. По словам Магомеда, он очень удивлен увиденным. Несмотря на то, что в селении проживает чуть более 700 человек, власти региона построили такой добротный культурный объект. Я удивлен, в таком отдаленном поселке в Ингушетии построили Дом культуры. Я рад. Это все для детей, для людей, для будущего нашего. Это прекрасный Дом культуры. Как отмечает в Рио министра культуры, на таких объектах важно создать все необходимые условия для развития детей. Отрадно то, что люди понимают и люди радуются настолько, насколько это важно сегодня. Дело в том, что это вот такие вот места, они дают людям возможность именно создать вот такую вот некую атмосферу своеобразную. Ведь мы же живем среди людей, правильно. Поэтому сегодня есть прекрасная возможность у подрастающего поколения как-то реализовать себя. Жители села уверены, что в новом здании будут проводить немало знаменательных мероприятий. И сегодняшнее событие войдет в историю их родного поселения. А я передаю слово своему коллеге Зелимхану Калоеву, который находится на открытии еще одного Дома культуры, но уже в сельском поселении Чемульга. Спасибо, Светлана. Занавес открыт. Культурный объект, где отныне будут проходить все самые массовые мероприятия села, распахнул свои двери. Долгожданный первый Дом культуры за всю историю села стал самым приятным подарком для всех жителей сельского поселения Чемульга. Особенно для самых маленьких. Пение, танцы, бисероплетение. Теперь у ребят появилась возможность развивать свои таланты и заниматься любимым делом. ДК только открыли, а в кружке ИЗО уже кипит красочная жизнь. Ясмина Амриева от любимого дела не отрывается даже во время интервью. Я рисую лебни, я уже научилась рисовать. Нравится тебе этот кружок? Да, мне очень нравится этот кружок. А тем временем юные джигиты шлифуют свои знания в танцах, хореографии. Еще один кружок, который доступен для местных детишек. Всего за пару дней они научились многому. Кавалялки, ход обычный. А еще? Общекавказский ход. Тебе нравится танцевать? Очень нравится. Хотя я иногда стесняюсь, но все равно нравится. На торжественной церемонии открытия собрались все местные жители. Остаться в стороне от всеобщего праздника не мог и глава Ингушетии. Махмуд Али Калиматов поздравил сельчан с новым очагом культуры, отметив, что это только начало больших перемен. Невозможно даже думать было там 15-20 лет назад, что где-нибудь в селе может построить вот такой прекрасный дом культуры. Библиотека здесь есть, музыка. И эти проявления для детей, они самые важные, потому что уже мы открываем за эти 2 недели третий дом культуры. И знаете, сколько у нас школ строится. И было построено. Сейчас еще будут строиться. Детские сады будут строиться. Надо, чтобы население оставалось, молодежь в селе. А дальше кульминация, перерезание красной ленточки. Старт дан. Глава Ингушетии осмотрел ДК и оценил его возможности. В Доме культуры отныне будет функционировать своя библиотека, в которой собрана научная литература, детская, классика, и это не все. В ДК предусмотренный концертный зал на 200 мест, оснащенный современным световым и звуковым оборудованием, артистическое помещение для сотрудников, вокальный кружок, актерский класс. Это далеко не полный список того, что есть в новом Доме культуры. Здесь созданы все условия для досуга сельчан и развития талантливой молодежи. Дети записывались сюда еще задолго до открытия. Каждый день интересовались, когда откроется, записывались, приходили сюда.
Да, почти вся школа здесь бывала, каждый день. Условия у нас, честно скажу, самые хорошие, самые лучшие. Мы очень довольны. Дети тоже очень довольны, счастливые. На данный момент у нас функционирует кружок хореографический, есть очень хороший специалист. Также у нас есть ДПИ, декоративно-провидное искусство, и кружок ИЗО. Для Алхазура Акиева, живущего в Чумульге с самого рождения, сегодняшний день особо важен. Всего пару лет назад о культурном центре в родном селе даже не мечтал. Правда, сейчас с удовольствием записал своих детей на различные кружки. 6 детей, слава Аллаху. 2 сына, 4 дочки. 2 учатся в институте, 1 в армии, и 2 здесь. Одна тоже хотела. Стану артистом, заниматься буду, учиться буду, пением. Ну, возможности не было, сейчас, слава Аллаху, возможность есть. Дома культуры в каждый отдаленный уголок республики. Чемульга – село, в котором проживает более 1000 человек. Всего 70 домов. Из-за отсутствия современных условий многие стали покидать свои жилища. Правда, сейчас все иначе. В то время мы, конечно, об этом и мечтать не могли. О таких условиях, да, то есть сегодня мы видим, что это стало явью, что Дом культуры сегодня есть. В действительности это для нас на самом деле огромный подарок для жителей села. И в будущем, я думаю, я уверен, что это будет хорошее подспорье для культурного обогащения сельского поселения. Естественно, дополнительные рабочие места, это значит... Люди, как вы все знаете, да, в селах стандартная ситуация, во всех селах практически республики, то есть это нехватка рабочих мест, это мало людей у нас сегодня трудоустроено, это, естественно, дополнительные рабочие места. Новый социальный объект построен в рамках реализации национального проекта «Культура». Уже совсем скоро свои двери распахнут еще 3. Зелимхан Калоев, Магомед Дидигов, Новости 24. Президент России Владимир Путин поручил правительству в этом году выделить дополнительно 10 миллиардов рублей на строительство жилья в регионах. Средства будут выделены из федерального бюджета на программы развития жилищного строительства в субъектах в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Срок выполнения поручения – 1 июня 2020 года. Реализация национального проекта «Жилье и городская среда» рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из 4 федеральных проектов. Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 триллион рублей. Основной целевой показатель нацпроекта – обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 миллионов квадратных метров жилья и улучшение жилищных условий 5 миллионов семей ежегодно. Вывозом мусора в Назрани будет заниматься экосистема. Региональный оператор взял на себя ответственность за своевременный вывоз бытовых отходов. Переполненные контейнеры, выставленные прямо на улицу мусорные пакеты. Такая, мягко говоря, неприглядная картина на протяжении последнего времени одинаково вызывала массу возмущений и у жителей, и у работников ЖКХ. Когда изменится ситуация и насколько чище станет Назрань с новым оператором, выясняла Дана Плиева. Весна – время перемен. Вот и с начала этого месяца они наступили на территории Назрани. С 1 марта вывозом мусора по городу теперь будет заниматься региональный оператор ООО «Экосистема», отмечает заместитель администрации города Муса Харсиев. Из частного, из юридического сектора, из многоквартирных домов. Единственное, они не будут делать подборку улиц. Это уже за МУП по ЖКХ, это уже городские обязательства, администрации города Назрань обязательства. Вопрос, казалось бы, простой, но его незнание может вызвать у жителей города некоторые проблемы. Как известно, в конце 2018 года по стране прошла программа по определению региональных операторов на ее территории. В нашей республике им стала «Экосистема». На территории Назрани она начала работу с прошлого года. Помощь в вывозе мусора за этот год им оказывала ЖКХ города. Чтобы не создавался хаос, мусорный вот этот хаос, с нами были такие выстроена работа передачи территории по вывозу ТБО постепенная. И в течение всего 2019 года мы постепенно, они вступали по своим мощностям на территорию города, мы по этим мощностям фонд работы оставляли за ним. И по словам представителя организации, у них большие планы, чтобы сделать город чище. В дальнейшем наша работа состоит в том, чтобы благоустроить город Назрань контейнерными площадками, то есть местами накопления отходов, практически
80% на данный момент отсутствует, но мы взаимодействуем с администрацией города Назрань и в дальнейшем будем работать над тем, чтобы эти места установить и уже перейти на более безопасное обращение с отходами, то есть с вывоза с места. Все, что сейчас необходимо жителям города, это заключить договорные отношения с региональным оператором. Ну а за вывоз мусора уже по закону экосистема имеет полное право выставить счет. Его должен будет оплачивать собственник жилья. Нас закон обязывает вывозить отходы с мест накопления этих отходов, так же, как и закон обязывает заключить договорные отношения. Все взыскивания будут идти через судебные приставы. В любом случае, этот человек в конце концов придет к тому, что он заключит этот договор и заплатит за обращение с отходами. Стоит отметить, что до функционирования экосистемы вывоз мусора осуществляла и частная организация «Чистый мир», которая и дальше будет работать на территории города. «Чистый мир» работает уже на договорных отношениях с абонентом. То есть обязательно договорные отношения с абонентом. «Чистый мир», он не является региональным оператором, он является частной компанией, которая вывозит мусор по договорным отношениям. А РЭК-оператор, он является обязательным региональный оператор. Офис организации ООО «Экосистема» находится в Назрани по улице Коммунальная, 3. Здесь физическим и юридическим лицам города помогут заключить договор и подробно разъяснят, как будет вестись работа оператора. Можно также обратиться по номеру 8 991 386 40 32 или 8 991 675 28 71. Дана Плиева, Магомед Белакиев, Новости 24. Десятки жертв, сотни пострадавших и груда искореженных автомобилей как итог грубых нарушений водителей. Выезд на встречную полосу движения, превышение скорости, игнорирование ремней безопасности – все еще в моде у водителей в Ингушетии. Борьба с нарушителями продолжается. На этот раз с инспекторами в рейд вышли курсанты Назрановской автошколы. Водителям раздали флаеры с памяткой. Как автолюбители отнеслись к призыву сотрудников и активистов, расскажет Идрис Ижиев. По избежанию ДТП соблюдать правила дорожного движения. На наших дорогах уже давно как на фронте, а сотрудники ГИБДД работают по принципу «в борьбе с нарушителем все средства хороши». На этот раз вместе с инспекторами на дорогу вышли студенты местной автошколы, чтобы призвать водителей соблюдать дистанцию и скоростной режим. Студенты раздают флаеры «Не пересекай черту», напоминающие водителям, что участник движения должен передвигаться, соблюдая все дорожные правила. Муса Хамхоев также в числе борцов за правильное вождение. По его мнению, большинство аварий можно избежать, следуя определенным требованиям безопасности на дороге. Он считает, что сегодняшняя акция поможет их соблюдать. Основная проблема ДТП – это превышение скорости и несоблюдение правил. И в любом случае, они, конечно, на подсознательном уровне они влияют на водителей. То есть у них это все запоминается в голове, и они бывают бдительны. В любом случае, это на пользу. Водители к таким акциям относятся с пониманием, тем более, что некоторые из них уже становились жертвами лихачей. Кстати, многие признаются, что, выезжая за пределы Ингушетии, ведут себя на дорогах иначе, чем на родине. Такая крайне негативная атмосфера на дорогах Ингушетии происходит по многим причинам. 90% аварийных случаев создается по вине водителей. В последнее время у нас происходят резонансного характера такие аварии, где жертвы, ранения тяжелого характера, дети страдают, взрослые и прочее. Мы хотим понять, в чем причина, а вот промониторив ситуацию на дорогах, мы понимаем, что это в основном это выезд на встречную полосу, пресечение черты. За минувший 2019 год в ДТП на территории Ингушетии погибло более 150 человек, пострадало порядка 1000. И цифра неуклонно растет. С такой печальной статистикой Ингушетия заняла второе место по количеству ДТП на юге России, уступая лишь Чеченской Республике. Только за последнюю неделю произошло большое количество автокатастроф, часть из которых с летальными исходами. За минувшие недели на территории Республики Ингушетия всего зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 4 человека погибло и 10 человек получили ранения различной степени тяжести. Также за истекшие сутки у нас в республике зарегистрировано 4 ДТП, в результате которых 2 человека погибло и 6 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе среди них 3 несовершеннолетних детей. В
В большинстве случаев аварии происходят из-за несоблюдения правил, однако бывают и непредвиденные обстоятельства. К примеру, авария вблизи села Яндари. 2 марта текущего года в 10 часов 00 минут на окраине сельского поселения Яндари 66-летний житель городского поселения Шсунжи, управляя автомобилем Volvo, потерял сознание от внезапной сердечной недостаточности, в результате чего съехал в кювет. В результате данного ДТП водитель был доставлен в Сунжинскую ЦРБ, где позже скончался. Сотрудники ГИБДД и дальше продолжат бороться с нарушителями самыми разными способами. Ну а жителям нужно понимать, что все должны нести ответственность за свои поступки. Идрис Ижиев, Магомед Белакиев, Новости 24. Магаз вошел в рейтинг умных городов России. Его представил Минстрой страны. Это первый рейтинг цифровизации городского хозяйства. Города-участники распределены по 4 категориям. Крупнейшие города, крупные города, большие города и административные центры. Магаз оказался в 20-ке в направлении административные центры. А вот в категории «Умный город» участвовали все. На первом месте ожидаемо оказалась Москва – 81 балл из 100. На втором – Казань – 52 балла. И замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург 50 баллов. Оценивали города по бальной системе в виде IQ. Всего было 10 направлений цифровой трансформации городского хозяйства. От городского управления до инфраструктуры сетей связи. Магазу эксперты присвоили 26 баллов. Ручка, лист бумаги, десятки заданий и надежда лишь на знания. В школах региона проходят всероссийские проверочные работы для выпускников. Расписание ВПР на текущий год предусматривает плавающие даты. Первыми проверочные работы писали 11-классники. Со 2 по 6 марта проходят ВПР по иностранному языку и географии. Как справились с заданиями учащиеся второй школы села Барсуки, расскажет наш корреспондент. Ребят, до окончания экзамена осталось полчаса. Переносите свои ответы черновиков, бланки ответов. Учение света, не учение трудностей в написании контрольной. Наука, изучающая поверхность Земли, география, сегодня является предметом повышенного внимания для учеников 11 класса. Ребята пишут всероссийские проверочные работы под предметом, которые не выбрали для ЕГЭ, но дают срез общих знаний, рассказывает Танзила Дудургова. Она, как школьный координатор, заранее оставила заявку на сайте ФИС-ОКО и за 4 дня до ВПР распечатала варианты заданий, включающих по 17 индивидуальных вопросов в каждом. В 11 классе 9 в этом году выпускников. Мы готовим. В течение года велась подготовка к всероссийским проверочным работам. Но всероссийские проверочные работы – это как бы итоговая контрольная работа, которая оценивает знания учащихся по предмету. Эти ребята, как и более 6 миллионов учащихся из 37 тысяч школ по всей стране, взялись за масштабные всероссийские проверочные работы. С их помощью осуществляется не только мониторинг системы образования, но и уровень подготовки обучающихся в соответствии с федеральными госстандартами. Кроме того, всероссийские проверочные работы служат также совершенствованию преподавания учебных предметов и повышению качества образования. И поэтому нарушения и ошибки при проведении таких контрольных недопустимы. Собственно, для этого здесь в аудитории вместе с учениками присутствует и общественный наблюдатель со стороны родителей. Работа проводится в спокойных, хороших условиях. Дети эмоционально настроены. Нет никаких нарушений ни со стороны детей, учащихся, ни со стороны организаторов. До окончания контрольной работы остаются считанные минуты, но наша съемочная группа не решается отвлекать участников процесса. По регламенту проведения ВПР запрещены любые переговоры. Будущая выпускница школы Венера Зарахова – круглая отличница. В выборе дальнейшей профессии еще не определилась. Сейчас она сосредоточилась на задании и долго размышляет. Сумела ли сдать тест, она рассказала уже после сдачи ВПР. Мне кажется, что я выполнила правильно тестовые задания и получу хорошую оценку. Где расположена река Зея, в каком субъекте в Российской Федерации? Над этим вопросом я долго думала и не смогла ответить. Где находится река Зея, стало интересно и нам. Учитель географии Тамара Тутаева охотно рассказала. Зея, Бурия – это притоки реки Амура. Находятся они, конечно, на Дальнем Востоке. Это южная часть Дальнего Востока, дальневосточного региона имеется в виду. Следует отметить, что уже в этом году впервые проверочные работы коснутся и 8-классников. Еще одно нововведение состоит в том, что образовательные учреждения сами выбирают время, удобное для проведения ВПР в предложенном интервале. Ученики также могут ознакомиться с графиком сдачи ВПР.
В этой школе стены просто усыпаны информационными стендами. Учащиеся могут обогатиться знаниями, хотя бы просто передвигаясь по коридорам школы. Дана Плиева, Адам Мережков, Магомед Дидигов. Новости 24. Навеки с Россией. Подписанной присяге ингушский народ верен уже на протяжении 2,5 веков. В этом месяце в регионе будут отмечать очередную годовщину единения Ингушетии с Россией. 17 марта исполняется 250 лет. Юбилейной дате в регионе посвящен цикл мероприятий. В далеком 1770 году в подписании исторически важного и судьбоносного документа приняли участие представители нескольких ингушских тейпов. О них сюжет Хавы Гагиевой. Сам акт вот этот подписанный, вот эти 24 старшины, которые подписывали старейшины. Гарри Чапанов, Сурхови Мирзаханов, Таштурука Гагиев и еще 21 имя ингушских старшин ангушского общества, подписавших присягу, которая сыграла огромную роль в судьбе нашей маленькой республики. По словам Бекхана Ужахова, история взаимоотношений между Россией и Ингушетией началась не 250 лет назад, она складывалась веками. Особенно они стали налаживаться еще при Иване Грозном, потому что он фактически разгромил остатки Золотой Орды, и при нем уже вышли на северо-восточный Кавказ, к реке Терек. При Екатерине II Россия стала более активную политику проводить на Северном Кавказе. Именно при ней фактически этот акт о подданстве ингушей был подписан в ее правлении. Это длительный период постепенного сближения, и только во второй половине XVIII века, точнее 12 июля 1770 года, был подписан документ о вхождении Ингушетии в состав российского государства. Ингуши первыми из северокавказских народов добровольно соединились с огромной державой – Россией. Они попросили коменданта Немича прислать к ним полномочного человека, у которого есть полномочия принять подданство. Там 24 человека приехало во главе с старшинами. Немич об этом сообщил в правительствующий синод. Они дали добро на это, и 4, 5, 6 марта в местечке Бартабос, то, что недалеко от селения Ангушт, фактически тогда мини-столица ингушей была Ангушт, там состоялся большой сход ингушей, на котором они официально подписали этот акт. Добровольное вхождение в состав России для Ингушетии означало существенные изменения. Так в положительную сторону изменился не только быт, но и хозяйственный уклад народа. Много полезного для ингушей было. Они спокойно расселялись на равнинных землях, экономические, торговые связи расширялись, более-менее развитие шло. История хранит примеры достойного участия наших земляков в исторической судьбе государства. Лучшие сыны народа стояли на защите своей большой родины. Многие из них пали смертью храбрых на полях сражений. После договора ингуши фактически постоянно и соблюдали этот договор, насколько могли соблюдать. Во всех войнах после этого, которые крупные войны были России, ингушская сторона участвовала, получили многие медали, получили много царских генералов, было офицеров, было и в русско-турецкой войне, и потом в Первой мировой, и в русско-японской войне. То есть везде, где России была необходима помощь, Ингушетия и вообще ингуши старались поддержать ее. Прошло ровно 2,5 века, как наша республика вошла в состав России. На протяжении всего этого времени ингушский народ не раз доказывал, что дорожит этим союзом. Хава Гагиева, Адам Далаков, Новости 24. В Ингушетии запущено рейтинговое голосование по вопросу благоустройства Малгобека. На сайте администрации города предложено 10 общественных пространств для проведения работ по их облагораживанию. Из них горожанам необходимо выбрать 6, которые будут отреставрированы в первоочередном порядке до 2022 года. В список вошли улицы Гоголя, Базоркина, Горданова, Этуша, Мира, Восточная. Помимо этого, еще один ингушский город примет участие во всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Заявку на участие подали в Сунже с проектом парка, в основе которого лежит нардский эпос. Конкурс на выявление самых талантливых. «Лицейская весна» – ежегодный фестиваль, включающий в себя 4 номинации – хор, театральную постановку, инструментальное исполнение и танец, состоялся в Магазском лицее детском саду. На конкурсе школьники проявили все свои творческие способности. Хава Гагиева оценила.
Под звуки скрипки маленькие непоседы не могут не пуститься в пляс. Каждый танец и мелодия характеризует тот народ, который его создал. К примеру, в Чардаше нашли свое отражение темперамент, многовековые традиции, события, которыми живет любой венгр. Их культуру полюбила и Рабия Албагачиева. Мы репетировали очень долго, но все-таки научились. Мы по выходным встречались в школе и репетировали. У нас что-то получилось. Мне понравилось вообще. Традиции я узнала, много чего я узнала о этой стране. Лицейская весна – это ежегодный фестиваль, включающий в себя 4 номинации – хор, театральную постановку, инструментальное исполнение и танец. Ну а также это важное событие, где каждый класс хочет и может показать свой талант и умение. Для более яркого выступления дети используют все свои козыри – артистичность, красочные наряды и, конечно же, улыбки. Цель нашего фестиваля – это, конечно же, раскрытие новых талантов. Конечно же, дети талантливые в разных направлениях. Мы стараемся это выявить, особенно в нашем творческом фестивале, потому что дети раскрываются больше на сцене. И один раз преодолев этот страх, один раз выйдя на сцену, даже взрослый человек понимает, насколько это опыт и насколько это снятие какого-то психологического все-таки напряжения, стресса и каких-то комплексов. Японский, греческий, шотландский и корейский. Каждый танец по-своему хорош. Однако конкурс есть конкурс. Здесь всегда есть как победители, так и проигравшие. Конкуренция не шуточная. Но 3 А-класс уверен, что первое место они точно заберут. Ведь к танцу они подошли со всей креативностью. Танцевали 2 корейских танца. Один современный, другой старый, традиционный. Я думаю, что наш танец получит первое место, потому что мы станцевали его, можно сказать, что лучше всех. Усердная работа и труд школьников не останутся незамеченными, уверяет директор школы Ада Газиева. Она и ее коллеги в качестве жюри будут оценивать ребят по 5-бальной шкале. Есть критерии оценивания. Это, во-первых, исполнительское мастерство, это синхронность движений, это наличие костюмов. Если это номинация «Танец» и каждый класс хор, желательно, чтобы задействован был весь класс. Лицейская весна – это не просто фестиваль талантов. Дружеская атмосфера, которая здесь царит, способствует сплоченности классов, а также приобщению к культуре. Мне она запомнилась, так как я узнала многие там страны. Вот. И мне понравились танцы детей, которые старались. За последние годы фестиваль стал более профессиональным в плане мастерства, более строгим по методу оценивания. Впереди гала-концерт, где ребята покажут лучшие номера в преддверии 8 марта. Хава Гагиева, Адам Далаков, Новости 24. Наш выпуск на этом завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.